последнее время социальные сети наполнились невиданным количеством фейков. Это касается и банковской системы, и проезда на автобусе. Где правда, а где ложь? Давайте разбираться. Фейк. Россияне не смогут снимать деньги с банковских карт. Особенно это коснется пенсионеров. Правда. Все деньги на рублевых счетах и вкладах будут доступны клиентам банка без ограничений в полном объеме по первому требованию. Пенсионеры смогут снимать со своих рублевых счетов средства без каких-либо ограничений. Фейк. Государство может конфисковать банковские вклады россиян. Правда. Все деньги на рублевых счетах и вкладах клиентов банка доступны им по первому требованию без ограничений. Фейк. При покупке иностранной валюты будет взиматься комиссия 30%. Правда. Данная мера вводится Центральным банком с 3 марта и касается только торгов на бирже. Приобрести валюту в банке можно на прежних условиях. Фейк. При повышении ключевой ставки до 20% изменятся и былые ставки. Правда. По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам ставки изменяться не будут. Фейк. В России вводится запрет на обмен валюты. Правда. Временный порядок обращения наличной валюты вводится Центральным банком России с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Новый порядок предполагает ограничение на снятие валюты свыше 10 тысяч долларов в течение полугода. То есть средства можно снять единоразово на указанную сумму, либо в течение года небольшими суммами, но не более 10 тысяч долларов. Фейк. Через мобильное приложение вообще нельзя оплатить проезд. Сейчас проверим оплату через мобильное приложение. Картой МИР можно оплатить из мобильного устройства. Пластиковые карты отбивают все, и MasterCard, и Visa. Значит, если человек прикладывает свой телефон, а у него карта не МИР, то выходит запись, что карта в черном списке. Если вы столкнулись со спорной информацией, ее можно проверить на порталах объясняем.рф и «Война с фейками».